نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, мы с вами продолжим наши темы. Сегодняшняя тема про ночь Лайлятуль Кадр. Приближается 10 последних дней месяц Рамадана. И в одной из этих ночей является ночь Лайлятуль Кадр. Лайлятуль Кадр в переводе с арабского означает ночь предопределения, ночь могущества, ночь величия. Это великая ночь, во время которой Аллах прощает все грехи тому, кто проведет ее наилучшим образом, с верой, с надеждой на прощение грехов и делать дуа Аллаху Субхану ва Тааля. В какую же ночь она бывает и что делать в ночь Лайлятуль Кадр? Иншаллах, на эти две вопросы мы отвечаем. Всевышний Аллах сказал: Бисмиллахир Рахманир Рахим, клянусь ясным писанием, мы ниспослали его в эту благословенную ночь, и мы его сохраним. В эту ночь решаются все мудрые дела по повелению Аллаха. Сура Ад-Духан, 2-5 аят. Также Аллах Субхану Тааля сказал в суре Аль-Кадр: А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, Лайлятуль Кадри хайрун мин альфи шахр. Ночь предопределения лучше 1000 месяцев. Ночь предопределения лучше 1000 месяцев. Это значит, что айбадат, который мы эту ночь делаем, награда будет как 1000 месяцев. Это где-то 83 года больше, да, 83 года. Намаз, который мы эту ночь читаем, садака, который даем эту ночь. Саваб получается, что 80, как будто 83 года, да, умножается это саваб. В эту ночь Аллах ниспослал полностью Коран на земли небеса, имеется в виду на нижнее небо. И оттуда ниспослалась аят за аятом к пророку саллаллаху алейхи вассалям в течение 23 года. Всевышний Аллах также сказал: «Инна анзальнаху фи лайлятиль кадр». Поистине мы ниспослали его, имеется в виду Коран, в ночь предопределения. Анас бин Малик, ради Аллаху ан, рассказывал: когда наступил Рамадан, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине наступил для вас этот месяц. В нем есть ночь лучшая, чем тысяча ночей. И кто лишится этой ночи, тот лишается всего его блага. И не лишится ее блага никто, кроме лишенного этой ночи. Хадис передал Ибн Маджа. Такой вопрос, да, кто лишится этой ночи? Конечно, тот человек, который не ищет эту ночь. Не ищет эту ночь. Тот, который проводит, как обычные все остальные, да, ночей. А тот, кто ищет, тот, кто с верой и надеждой на Аллаха Субхану ва Тааля ищет эту ночь, то, иншаллах, он найдет эту ночь. Нет сомнения в том, что тот, кто весь месяц соблюдает пост, совершал благие дела, иншаллах, увидит эту ночь. Следующий вопрос: в какую ночь Рамадана
выпадает Лайлатуль Кадр. Конечно, всем интересно этот вопрос, ведь каждый хочет получить высокую степень прощения грехов и принятия дуа. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я пришел рассказать вам о ночи предопределения, когда она наступает. Однако я побоялся, что вы будете уповать только на нее, то есть весь месяц не совершать поклонения, кроме этой ночи. Так будет лучше вам. Ищите эту ночь в последние 10 дней месяца Рамадана, когда останется 9, 7, 5, 3, 1 ночь до конца этого месяца». Хадис переводится в книге имама Бухари. Также есть другие хадисы, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ищите ночь могущества в последних 10 днях месяца Рамадана». Переводится в книге имама Бухари. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ищите ночь могущества в нечетные дни последних 10 дней месяца Рамадана». В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Кто будет искать ночь могущества, тот пусть ищет среди последних 7 дней». Переводится книги имама Бухари. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ночь могущества – это ночь 27 дня». Переводится книги имама Абу Давуд. И также есть хадисы, которые пророк Мухаммад сказал, что это ночь, да, будет 29, 23, такие хадисы тоже есть. В общем-то, ученые сказали, самый лучший вариант – это вот последние 10 дней месяца Рамадан, искать это последние 10 дней и постараясь в эти ночей совершать больше поклонений. И, иншаллах, да, мы будем попасть в одни из этих дней. И из этих хадисов ясно, что неправильно сидеть, сложа руки и ждать, пока увидит эту ночь. Нужно уповать на Аллаха, стараться в поклонении постоянно, во все эти ночи. И, иншаллах, так больше саваб будет, да? Вот. Поэтому, да, будет неправильно, если ищем только 27 или, да, только 23 или только 29. Самое лучшее – это все последние ночи, да, надо искать. Имам Навави, рахимахуллах, сказал: «Эта ночь имеет определенности, она перемещается, значит, каждый год не будет в одной ночи, да?» Имам Навави, рахимахуллах, говорит, что она перемещается. Может, когда-то 21, может, на следующий год 23, может, 27, может, 29, да? Таким образом перемещается. Соответственно, человеку нужно все 10 дней находиться в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля. Это самый лучший вариант. То мы точно знаем, что мы не пропустили. Если это 10 последних дней не проводили в поклонение, то, иншаллах, да, мы не пропустили эту ночь. Следующий вопрос: что делать в этой ночи? Абу Хурайра, ради Аллаху анху, рассказывает, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Кто стоит в молитве в Лайлатуль Кадр, веря в Аллаха и ожидая Его награды, все его предыдущие грехи будут прощены». Приводится к книге имама Бухари и Муслим. Значит, в эту ночь надо больше намаз читать. Да? Больше намаз читать, Коран больше читать, дальше садака больше давать, чем, да, значит, предыдущих ночей. Больше дуа делать, истигфар, покаяние больше делать в эти ночи. Также приводится хадис от Аиши, ради Аллаху анха, сказал, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в эти ночи больше поклонялся и будил свою семью, свои жены, дети будут, чтобы они тоже
эту ночь проводили в поклонении. Также есть хадис, который Айша, радиаллаху анха, спрашивает пророка, что мне говорит в этой ночи. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, нужно сказать: Аллахума иннака афувун каримун тухиббуль афва фа'фу. Такой дуа научил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Айшу. Аллахума иннака афувун каримун тухиббуль афва фа'фу. Аллах, поистине ты прощающий, щедрый, ты любишь прощать, так прости же меня. Следующий вопрос, который ученые сказали, 3 категории людей, которые не принимаются их мольбы в эту ночь. Есть 3 категории людей, которые Аллах Субхану ва Тааля не принимает их мольбы. Ученые сказали, первый — это те, кто проявляет ослушание родителей. И кто ослушает своих родителей? Да? Имеется в виду в рамках шариата. Родители сказали в рамках шариата «да», и он ослушает. Второй — разбивает спиртной напитки, и которые постоянно, да, спиртные, да, напитки употребляют. Третий — это те, которые не читают намазы, оставляют 5-кратный намаз. Есть такие люди, которые вот наступил Рамадан, они начинают намаз читать, они начинают приходить в таравих. Как Рамазан заканчивается, все, у них больше нет ибадат, да? Как будто они не рабы Аллаха, а рабы Рамадана. Рамадан пришел, они в молитве, Рамадан ушел, все, они больше не молятся. Поэтому ученые сказали эти, да, 3 категории людей, которые Аллах Субхану ва Тааля не принимает их молитвы, даже в эти ночи. До тех пор, как они не делают тауба. Если они делают тауба, покаяние делают, да, то иншаллах Аллах Субхану ва Тааля простит им и принимает их молитвы. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم ربنا